Давайте послушаем этого клоуна. А чё сейчас-то никто не высказывается? Как сегодня пацаненок таджикской национальности лишил жизни русского парня 17-летнего в Подмосковье. А чё сейчас-то вы молчите? Клоуны! Чё сейчас-то замолчали? Подожди, антибиотик, петушиный. Что мы должны высказать, я не понял. Ты вообще свой рот закрой лучше и сиди молча. Ты вот эти ситуации лучше не сравнивай, где в первом случае ублюдок пошел в школу, зарезал рандомного человека, пацана вообще несовершеннолетнего, да, за то, что он таджик. И второй случай, где сидят 4 взрослых амбала. Показывают факт и матерятся перед взрослыми людьми. Приходит таджик и учит манеры. Ничего страшного, научим и будем учить, как себя вести перед взрослыми людьми. Неважно, кто бы это ни был, научим. И как ты сказал, пацаненок против 4 амбалов вышел, они с ним не справились, использовали перцовый баллончик. Я, конечно же, приношу свои соболезнования утрате родителей, да, этого пацана, который вот умер, да, которого убили. И первый, и второй случай это неправильно. Моя религия против этого, и я сам против этого. Нельзя убивать людей. Но что я хочу сказать? Если у вас силы и духа нету против пацаненка выйти, сидите на своей заднице и не дергайтесь. И воспитывайте и учите своих детей, как себя вести перед взрослыми людьми. И все будет нормально. Был конфликт, и в ходе конфликта был применен нож. Я не осознавал, что я делал, был в шоковом состоянии, у меня был с собой нож, я этот нож взял со своего, с квартиры, когда я домой зашел с братом, чтобы брат, я с квартиры этот нож взял. Был в шоковом состоянии, адреналин, все такое, и в ходе этого конфликта я применил нож. Я вот сейчас новостные вот эти вот паблики смотрю, как вот этот вот пацан, да, таджик, он дает интервью. Да, и у меня первый вопрос, почему Тимофей, который пацана убил таджика, вот такое же интервью не дал, что произошло и в каком он шоковом состоянии был, хотя это дурачок больной, да, он еще ответит, иншаллах, за свои действия. И второй момент. Говорят, что он там, в шоковом состоянии с ножом также ходил. А как человеку ходить, если посредь бела дня пацана маленького зарезали просто в школе посредь бела дня? Как сейчас ходить? Я бы со стволом ходил. Я бы реально с тобой пистолет таскал бы, потому что, дурачков хватает, которые посредь бела дня могут тебя просто вот убить и все. И ничего никто не говорит, просто хотят загасить эту тему. Скорее всего, пацаны не ожидали, что пацаненок-то маленький, таджик, отпор не даст. Конечно, он им там нормально, видимо, напихал, что они перцовый баллончик достали. И защищался. И давайте вернемся к тому, что начало какое было. Начало какое? Они матерились, они показывали жесты, мы видели, да, на видеосъемке. Пацан подошел, сделал замечание: олени тупые, успокойтесь. Даже если так оно и было в такой форме, только они в такой форме и заслужили, чтобы к ним так обращались. Видимо, пацаны подумали, такие, нифига себе, ты что тут, чурбан? Вышли с ним, он им навалял, они перцовый баллончик взяли. Конечно, соболезную утрате, да, родителям. Опять-таки, я против того, чтобы кто-то умирал. Но, если ты вышел, иди уже до конца тогда. У меня вообще в шоке. 4 амбала какого-то пацаненка, вот такого вот, как с мой палец, не смогли просто уложить. Пацаны, держитесь там тогда уже. Смотрите. Таджики тоже отморозки еще те. Если они уходят вот такой вот, вы не думайте, что он там вам отпор не даст. Еще как даст. Там духа столько, что на 100 человек хватит. На таких же лысых нацистов. Очень многие просят прокомментировать данную ситуацию. По моей информации, вот эти ребята, у которых маски на лице, начали показывать в сторону русской девушки пальцами какой-то жест. И высказывать какую-то нецензурную брань. За эту девушку заступился парень таджик. Когда они вышли из транспорта в ходе словесной перепалки в сторону этого парня таджика, был выпущен сигнальный патрон. А уже по рассказу самого парня таджика,
он вытащил из своего пакета нож и в ходе адреналина, в ходе замкнутого состояния в голове ударил ножом одного из этих парней. Парень таджик задержан, а судьба других соучастников этого конфликта пока не знаю, неизвестно. Но я думаю, если уже предъявлять обвинение, то обе стороны должны понести наказание. Те, кто спровоцировали, и тот, кто уже закончил этот конфликт. Обе стороны виноваты. Всем ассаламу алейкум, всех приветствую. Сейчас буду говорить на русском, так как ситуация произошла на территории Российской Федерации. Самое, что меня затронуло, это когда убили братишку нашего Кобильджона, этого Тимофея, не стали нигде допрашивать и нигде показывать. А человек, который защитил женщину от четырех нацистов в общественном транспорте, во всех пабликах распространяются, что он убийца. Да, я не говорю, что это хорошо. Свои эмоции нужно везде сдерживать. И это плохо, что произошел такой казус. Но хочу сказать в свою очередь, что мы живем в многонациональной стране. Братья, пожалуйста, давайте будем думать о своем будущем, о своей семье. Так как мы в этом мире находимся временно, давайте будем жить достойно, пожалуйста. И паблики, которые распространяете и говорите, что таджик убийца, пожалуйста, выставляйте достоверную информацию, так как оно было. Что таджик защитил женщину. Из-за этого произошел вот этот казус. Всем спасибо, всем добра. Привет, община. Должен прокомментировать то, что сегодня произошло в Электростале в поселке Фрязево. Ну вот уже сразу повылазили разные там каналы по имени Мышь, у которых получается, что убили русского парня, потому что сам виноват. Значит, ситуация, конечно, вообще крайне возмутительная. Даже если парни там кому-то на улице показали непристойный жест, это не повод человека убить. Дальше заявляется, что якобы наши сами там напали и выстрелили в кого-то из ракетницы. А чего они выстрелили-то? Просто так? А может быть уже была угроза ножом, и на нее отреагировали выстрелом из ракетницы? Просто так из ракетницы не стреляют, как правило. Ну и хотелось бы напомнить, что вот эти все мыши, как правило, всегда, если где-то пострадал русский человек, у них он сам виноват. Впрягаются, как правило, за диаспору. Но мне все понятно с ними. Я думаю, что если посмотреть в сетях, кто там владелец, всем все будет понятно. Хотелось бы отметить, что мы будем добиваться расследования и справедливого возмездия для всех, особенно для того, который уже паспорт получил России, выходец из Таджикистана, который, собственно, носит с собой все время нож. Как выяснилось, да, наши парни в лучшем случае ракетницу, чтобы хоть как-то отбиваться можно было, но с ножами не ходят. Хотя, может быть, и стоило уже, я не знаю. Значит, этот, значит, ходит с ножом и уже заранее готовится кого-то убить. Вот посмотрите, разве станет нормальный человек? Вот нас двое, их четверо. Я вижу в автобусе четверых, ну, человек, которые, как мне кажется, ведут себя неадекватно, как будто бы они хулиганы. Я стану подходить им делать замечания, зная о последствиях, да? Допустим, я делаю замечания, надеясь на свои силы, что я могу, ну, как минимум двоих из них там утащить, да? А мой товарищ еще двоих. Понимаю, что там раз у нас равные силы, или я вообще, может быть, настолько натренированный боец, что могу один из четверых, значит, успокоить, скажем так, да? Но эти двое, на вид тщедушные ребята, подходят, начинают делать замечания. Почему? Потому что те кому-то на улице что-то там показали. То есть уже конфликт начинают эти приезжие мигранты. И уверен я, что конфликт они начинают именно потому, что в кармане нож, и они уверены, что они возьмут и зарежут кого-нибудь. Этим все в конечном итоге и заканчивается. И я уверен, что вы там ни писали, все эти мыши, все-таки вина полностью видна на всех этих видео. Понятно, кто организовал конфликт, понятно, кто убил, и что там вы пытаетесь кого-то оправдать. Это бесполезно. Надо спрашивать с убийцы, и нужно, чтобы возмездие было. И не надо каждый раз писать, что все виноваты русские скинхеды. Вы посмотрите, если там на видео один парень с короткой стрижкой, то он уже по определению скинхед. Все мы с вами, получается, скинхеды. У кого там волос уже нету, да, или кто там коротко стрижется, потому что спортсмен, например, да. Хватит уже этой логики. Пора уже наказывать по-настоящему и вызвать сюда вообще все власти Таджикистана, и пусть тут изверяются, стоят на коленях.